Уважана, псна мандарина джахра яса тяхрам топ. Гулрып шарёнах на игуана блокаджи сантапе чеврази пшроу уй айзгара процесс шумё пусва и лахкал. Вардан, 2022 урожайный, что скажете? Да, 2022 год в этом году очень урожайный в сравнении с прошлым годом. В прошлом году у нас урожайность была очень маленькая, около 250 тонн мы собрали. Но в этом году урожайность мы ожидаем около 500, даже до 600 тонн. Ага. Сбор мы начали уже у нас 5-й день идет, так что еще процентов 90 урожая у нас на плантации. Да, мандарин, конечно, в этом году калибр не крупный, но качество и цвет все соответствует нормам. Сколько гектаров здесь, в Гулрыбшинском районе? 90 гектаров цитрусов. В общем, да. Это земли или вот высажено именно? Общая территория 90 гектаров, но посадки около 80 гектаров, именно цитрусовых. Ага. Потому что также это дороги, поля, все это учитывается, но 80 гектаров только именно цитрусовых. Ага. Ну сколько уже лет этим деревьям? Этим деревьям больше даже могу сказать 60 лет. Ага. Даже Получается, они в советское время в советское были время были высажены, да. Ага. Но вы скажите, с годами они больше дают урожай или все менее и менее? Ну, как бы сказать, конечно, уже деревья, как говорится, взрослые, Ага. идет, как говорится, уже истощаются, но мы всех все равно их поддерживаем, питаем, вносим удобрения минеральные, органические. Но, конечно, урожайность уже уменьшается в сравнении с былыми годами, которые были лет 5-10 назад. Они уже, конечно, уменьшается урожайность. Но мы обновляем по мере нашей возможности, стараемся. Вот, допустим, с одного дерева сколько килограмм можно собрать? Ну, большое дерево, уже которое нормальное, оно дает около 200 килограмм мандарин. Ну, бывает 250, но в основном до 200, 150, 200 это потолок. Ага. Как насчет экспорта? Вот Экспорт- Как найти покупателей? Или они вас сами, ваш Они, совхоз находят, они уже сами знают? находят, потому что уже сколько лет работаем мы с покупателями, немало. Они приезжают заранее, до начала сезона, договариваются. Также во время сезона приезжают другие люди, потому что, тем более, 21 век уже, соцсети существуют, и распространение идет у нас полностью. И люди приезжают, начиная с Северного Кавказа, с Москвы, как говорится, со всех глубинок России. Сколько у вас здесь корней? В общем, и вообще умирают ли корни, вымирают ли из-за погодных условий? Бывает За ли погодных такое? условиях, конечно, вымирает. Когда был снег в 2017 году, очень немало он ущерба нанес, потому что были морозы. Все равно мандарин он выдерживает около, по нормам типа -7, но -5, когда бывало, если вы обратили внимание, там в нижней части много деревьев у нас посохло. Это все, конечно, нанес большой ущерб. Но в основном, конечно, из-за того, что деревья уже старые, они сами высыхают из-за болезней. Ну, приходится некоторые омолаживаем, некоторые вовремя, как говорится, обращаем внимание, обрезку проводим вовремя. И как-то держим еще сад Ага. в таком состоянии. Да, все равно попадаются вот сухие ветки, но это уже, как говорится, ничего не сделаешь. Бывает из-за препаратов все равно жара, засуха. Мы это все не можем, масштабы здесь не маленькие. Из-за засухи тоже немало в этом году подсохло деревьев. А вот занимаетесь ли вы посадкой новых деревьев? Да, занимаемся, конечно, мы 3 года подряд высаживали по 1000, по 1500 корней высаживали. Мгм. Но это уже в нижней части, которые поле. Ну, а плоды они, получается, дают не сразу. Через какое время? Вообще по нормам на 3-й год уже пробные должны давать. Но потому что как бы у нас масштабы, мы плоды на 3-й год все равно цветы осыпаем, чтобы дерево более набрало силу, чтобы уже на 4-5 год уже оно могло, как говорится, начать нормально давать плоды, чтобы само дерево нормально выросло. Какова цена вообще сегодня? То есть вывозная цена, если на экспорт говорить? Ну, отпускная цена с павильона 45 рублей. Это средний крупный мандарин в нашей таре, упакованный в палетах. То есть сегодня вы так продаете? Да.
покажете мне, как правильно нужно собирать? Я тут уже вооружилась. Мандарин нужно собирать очень аккуратно. Берете плод, Ага. ставите секатор и плодоножку как можно больше срезаете, чтобы То не есть было срезаем острого. плодоножку, да. Да, чтобы не было острого, потому что мандарин своим острым концом может испортить следующий. Вот, Ага, да. для лучшего хранения. И Значит, чтобы не навредить Мандарин. плодам и веткам, Так, нужно аккуратно. и аккуратно, не спеша. Быстро это нужно иметь опыт, чтобы быстро резать. И вот так вот под самый корень, можно сказать, срежем. Да. Аккуратно ложим в ведро. Затем, для того, чтобы мандарин не ударился и не испортился. Он тогда будет дольше храниться. Вот и вся, в принципе, технология, ничего сложного. Немножко опыта и техника придет. Ну, вы скажете, сколько вы уже собрали за сегодня? Ну, не знаю, сегодня вот полдня. Сколько я собрала? 12 ящиков собрала. Ваш Ну, максимум? всё. Ну, 25 до 30 стараюсь. Ага. Это все зависит, конечно, от мандарина. И где Ну он. да. В этом году, видите, немножко погода нас подвела. В каком плане? Было очень долго холодно, потом засуха. Мандарин не такой уж и крупный, как обычно. Но он самый вкусный. Абхазский мандарин. Его на рынке сразу увидишь и отличишь. Как Потому вы что отличаете? Вы уже- он немножко, видите, плоский. Ага. Немножко плоский. И кожура его, это видно. Это просто видно. А на вкус? А на вкус он тоже он необыкновенный. Он немножко и с кислинкой, кисло-сладкий. Когда он спелый, он просто очень сладкий, он как мед. Но это тоже разные сорта бывают. Вот мы сейчас собираем в совхозе «София». В этом совхозе самые вкусные мандарины. Самые. Это еще с Советского Союза, они посажены с тех времен. Когда вот деревья увешаны плодами, легко собирать, да и ведро быстро наполняется. Да, конечно же. Это легко так. Дальше нужно влезть выше. Да. И все раз-два и собрать. В этом, в принципе, нет ничего сложного. Было бы желание. Мандарин Какой год собирать. вы здесь, Наталья, откуда? Ну, я уже 7-й год собираю мандарины. Я приезжаю из Луганска сюда. Мне здесь очень нравится. В совхозе замечательные люди, руководство отзывчивое. Скажите, сложно? Вот мышцы не устают? Это До очень вечера на поле. сложно. Это тяжелый труд. Это тяжелый. Это не так кажется все красиво. Да. Ну, это очень тяжело. Потому что тоже подняться на макушку, это надо принести эту лестницу, по ней тоже подняться, спустить это ведро, вынести. Это очень сложно. За целый день люди устают, естественно. Вы знаете, мандарин – это как ассоциация с праздником. Да, с Новым годом. Да, вот когда в доме пахнет мандарином, это уже значит, скоро будет Новый год. И мы с радостью. Как с рабочими обстоят дела? Кого привлекаете обычно? Кто сегодня? В основном у нас местные жители, ну да, бывалые приезжали с Руси, Северный Кавказ, Украина. Но в этом году в основном у нас почти на поле работают местные жители. Это в основном Ачамчирский и Гальский район. В день примерно 50-60 человек. Дефицит с рабочей силой? Дефицита нет. Дефицита нет, да, у нас уже налажена эта тоже связь, потому что есть люди, которые по 10 лет приезжают, бывает это пару лет приезжают. Да, есть некоторые в этом году, которые приехали первый год, но в основном все те люди, которые приезжали не по несколько лет. То есть в течение года там нужно лечить, удобрять, обрезку делать. Да. То есть работа ведется круглый год, Всё верно, правильно? да. И без этого... Без этого не обойтись, да. После сезона мандарина у нас идет обрезка, мы обрезаем, привлекаем также рабочую силу, и местные, и также с других. В основном также Гальский или Ачамчирский район привлекаем людей, обрезаем, вносим удобрения. После этих всех мероприятий у нас идет опрыскивание. На опрыскивание также мы задействуем людей. Сколько раз опрыскиваете? 3 раза опрыскиваем. Ну, бывало до 4 и 5 раз тоже доходило. Это уже, когда мраморный кроп у нас присутствовал, мы опрыскивали 5 раз.
Товар, который вы не смогли экспортировать, то есть низкий сорт, он куда Низкий идет? сорт, он у нас идет на утилизацию. Вот так считается НС, нестандартный мандарин. Это побитые, бывают порезанные, подавленные мандарины. Или, да, как говорится, 100% ты все равно урожай не вытащишь, чтобы был идеальным. Есть свои, как говорится, браки, неполадки. Из-за этого они все утилизируются, их на переборочной ленте сортируются, и он идет на утилизацию. Ну и как вы сказали, проблем с реализацией нет. Если это хороший, качественный Если хороший мандарин. качественный мандарин, проблем с реализацией нету. В Российскую Федерацию, да, это Ростов, Москва. Ну вот эти, допустим, куда пойдут? Ну, не знаю, может, на Москву. Понятно. По-любому в какую-то глубинку России пойдут. Даже бывали люди, заказывали, звонили с Хабаровска, с Мурманска. А на нашем рынке можно встретить именно вот с вашего совхоза мандарин? Нет. У нас в основном все идут на реализацию в Российскую Федерацию. 10 лет назад приезжала машина у нас в деревне и нас привез сюда. После этого мы здесь работаем. Мы это кто? Вы с семьей, да? Да, Откуда, скажите? из Мухури деревня. Мы каждое утро из деревни выходим 6 часов Да. и приезжаем 8 здесь на работу. В 8 начинаем работать, до 5 работаем. Как работа, скажите? Работа нормально. Ну можно заработать? Конечно, можно. На хлеб можно заработать. Это году мандарин хороший, чуть-чуть мелкий, но все равно висит хорошо. Сколько можно заработать на сборе мандарин? Вот сколько ящиков вы можете? 30 ящиков. Вчера я 27 заработал. Сегодня может больше, может меньше. Вот так каждый день. Вы сказали, вы из Гали, правильно? Да, да. В Гале у вас есть свой совхоз. Кто там работает? А там не знаю, я никогда там не была. Никогда не собирала. Наверное, я не знаю. Мне потому что здесь хорошо. У нас очень хороший бригадир был, Бедный Николай. Директор хороший человек. И всегда уважал людей, кто здесь работал. Им-то мы здесь работаем 10 лет. А ящики, кстати, собственного производства? Ящики собственного производства, да. И также мы их покупаем, когда не успеваем, как говорится, пополнить наши запасы, восстановить. Мы приобретаем их. А лестницы? Лестницы тоже приобретаем и сами тоже делаем. Они у вас деревянные, Деревянные, да. Ага. Потому что в таких условиях только деревянные, конечно. Сколько килограмм здесь помещается? Помещается до 15 килограмм, в основном 14 килограмм. И в целом нормальный сборщик в день собирает до где-то 25 ящиков. Стоимость одного ящика 70 рублей. Это в месяц нормально. Ну, в среднем от 40 до 50 тысяч. То есть если каждый день День работать работы, без да. выходных, Да, то... каждый день без выходных работать, и получается от 40 до 50 тысяч, ну, в среднем. Ну, месяц не получается все равно работать из-за наших погодных условий, конечно, но в основном все равно заработок не меньше в месяц, 30 тысяч все равно никак не выйдет. Только мандарины у вас из цитрусовых? Или можно 90. встретить лимоны, апельсины? Встречаются очень редко, потому это, как бы сказать, они в самих мандаринах встречаются, потому что путались в советское иногда время, потому что большое количество высаживалось. Ага. Попадается пару корней мандарин, то и лимон, апельсин, там где-то может 2-3 корня грейпфрута стоять, но это редкость попадает, ну, не часто попадается. Но вы скажите, вот экскурсии проводите на плантациях? Бывает такое Ну, для туристов приезжих? Ну, приезжали в прошлом году, в этом году, конечно, пока не было, но так, у нас есть определенное место, мы выделили для них, если что, там приезжали, вот вам туда и все, потому что и с собой разрешали брать. Ага. Вот 80 гектаров, вы сказали, Вартан. Плантации под присмотром? Да, под присмотром охраняются до начала сбора за 15-20 дней. Выставляется охрана, каждый охранник имеет определенную территорию с определенным временем. Он, как говорится, вступает в дежурство, ходит, осматривает. Специалисты говорят, что абхазские мандарины отличить очень легко. Вот вы можете отличить? Конечно, отличишь, потому что абхазский мандарин по цвету отличается от марокканского, китайского, турецкого. Все равно и по вкусовым качествам, и по самому запаху у него, как говорится, другой. И даже вот смотрите, вот
эти мандарины, они без обработки никакой. А турецкий или марокканский мандарин, его на солнце съешь, он блестит, как будто обработан. Их маслами обрабатывают. А у нас он ничем не обрабатывается. Как есть, как говорится, так и есть. Переборка на ленте прошла, и упаковались и отправляются на экспорт. Чтобы не потерять бренд абхазские мандарины, что нужно делать, на ваш взгляд? Как развивать? Как развивать надо, мы как бы развиваем его, стараемся развивать, потому что мы каждый год по мере нашей возможности высаживаем новые саженцы, потому что наши уже, как я сказал, деревья старые, по 70 лет. И из-за этого надо проводить новые посадки, чтобы не потерять, как говорится, бренд наш, абхазских мандарин. Есть ли вот это развитие? Есть развитие. Или мы остались на месте? Нет, на месте мы не остались. Так скажу, вот Загулирыбский район, который считается одним из первых районов Абхазии по цитрусоводству, оно развивается. В селы взять Гулирыбского района в 90% все высаживают мандарины. Там разные сорта. Сентябрьские, как бы в простонародье говорится, карликовые, также это обычные уншию. Посадки проводятся немалые. Вот когда вы заговорили о сортах, сколько сортов у нас в Абхазии, если вот брать? В Абхазии брать в целом Примерно, ну, основные сорта 6-7 сортов, которые как основные. А так их, конечно, много сортов мандарин. На ваших плантациях У нас, тоже разные у нас сорта? один сорт, это уншио. Марика, получается, вот так вот собранные мандарины засыпаете в ящики, потом? Переработку увозят. Вот так собираем, в ящики набираем. Вы первый год собирали мандарины или? Первый. Айлыгырта цехахна усура эйлашуэйта мандарина атыразы дырхьёйт, а пасква хазы дыргылойт, ассафа хазы. Сейчас мы сортируем мандарины. На серединку мы сюда выбрасываем средний ряд. Плохой, рваный, рыжий, больной. Все хорошие мандарины уходят сюда. Много таких вот, Нет, которые нет, приходится вот так, нет, мандарин немного. Мандарин в этом году очень хороший. да? Да. А что, вы сказали в этом году, значит, вы не первый год? Нет, мы не первый год здесь. Мы уже давно сюда приезжаем, Откуда? с Луганска. Работа несложная. Ну, работа на сидячая, но мы уже привыкли. В основном работают руки и глаза. Так все нормально. Сколько у вас человек на переработке? Как обычно все? Ну, бригада у нас 18-20 человек. Да. Рабочий день? С 8 утра до 11 вечера. 2 часа перерыв. Заработная плата? 2000 у нас получается день. Это 2 смены, да. Хвостики обрезаем, потому что получается, бывает, вот когда мандарин высокая ветка, когда срезают, неудобно срезать. Бывает так чикнут, ну там с хвостиком, а к нам поступает, мы уже их полностью обрабатываем, до конца уже идет, потому что если хвостики остаются, он мешает, он ломает другой мандарин. Ну вот этот мандарин, допустим, куда он потом идет? Он идет на средний, вон там у нас есть Да. НС, и там потом будет на сок, перерабатываться на сок, на мандариновый сок, да. В день сколько тонн можете здесь переработать? 20 тонн. Мы больше 20 лет сюда приезжаем. Девочки сортируют, а мы уже готовую продукцию выпускаем на продажу. Курительно? Нет, отличная. Сколько у вас работников в этом цеху? Здесь больше 40 человек. Если 2 линии, если одна, 20-21. Пока одна, правильно? Да. Мы только на сезон приезжаем, да. Наша команда 12 человек. Каждый год? Да. И именно в этот совхоз? Именно в этот совхоз, да. Урожай хороший, но не сильно крупный. Там как корой. Мандарина по бомбяжку.
Корома? Айс хатоп Гулырыпши район. Будзера хабла. Нас сынтаусы чевраз депшрой. Сынто чойра бзио. Ирацвани яджоба хай сопхучик. Сатирыз ишпао, яз хода. Яр ход хахт хоги яр ход на аурусбела гыриштыр сафарыз яз хуqobaga kalakанизма. Нас ауруско ноqo бзин яр хо. Сезона ныкам тырктулан при го мандарин по Китаю бехтула лора ишпао. И сара, например, изгаджу. Хан. Аю пулотко. Мама ожи азим, мама. Ай хавчи яны сезон. يعني السيزون راه مريوب ورت خيارغو اخسكو بزخنا خيارغو Дыра рагу бринас псны. واخوب شريو درو تراز алимон гипсио все псн пепсиньо бзге урожай бзио баха яз хо алар убрио афарата ке мандарина сока зохнир гот асопи аварени галер хота приас изгоқо фас калхнир гот аварени арзот агиса сока зохнир го Мандарин аготио. Хахтоп ае, севнен пияз гет, хахтоп. Ихаоп яра. Ихаоп хах камадзым. Яс хоги захи яхтио 30 рублей, 20 рублей. Ахамадзым. Яра яз хода бжамна. Августша, ахут геадзым. Хахтко закое килок романицот ваха закое. Хахтоп яхтио. Тахтот лускаки цадзом, дара хахтоп яхтахузиге. Ай. Ее пахамакяна яром гадзац. Мандарин это в летом году очень мелкий, много мелкий. И цена нету. Люди покупают крупные. Из какого уголка эти плоды? Разные вот селения они привозят сюда. Разные, ну мелкие много. Да. Крупные, ну цена нету тоже на мелкие. Вот так. Люди не берет мелкие, месте не берет. Лимон. На лимон лучше, конечно, но цена нету. Тоже дешевле мы продаем. Берем дешевле, продаем дешевле. Много, в этом году лимона много тоже.